начинается со слова, а слово с буквы. Когда-то Махарбек Хадарцев сказал, что в республике, кроме спорта номер 1, борьбы, будет еще и теннис. А как известно, на Кавказе слова на ветер не бросают. Душа поет. Мы дадим плеяду, целую плеяду молодых теннисистов из Осетии, которые будут показывать самые наивысшие результаты в большом теннисе. Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды России» – некий трамплин для будущей профессиональной карьеры перспективных молодых теннисистов. Новая серия юношеских турниров проводится одновременно в нескольких городах России, где до недавнего времени этот вид спорта был в тени. Например, во Владикавказе. Здесь элитарная игра обрела второе дыхание. Новые корты, новые имена спортсменов, новые олимпийские надежды. Популярность сейчас, наверное, на пике в Осетии в данный момент нашего вида спорта. После результатов Аслана Карацина, родители, которые приходят с детьми, в первую очередь говорят: вот мы хотим тоже, так же, как и он, тренируемся и ведем их к цели, к их мечте. Осетин, наш земляк, игрок Аслан Карацев, который тренировался тоже здесь и вышел как раз-таки отсюда на мировой уровень. Пример того, что здесь можно оставаться и продолжать тренироваться. И тоже хочется выступать за нашу республику и показывать себя. Результат работы любой федерации – это две темы: развитие тенниса в регионах и второй – спорт высших достижений. Я уверен, что со временем с этого региона появятся тоже свои звезды. Не буду громко говорить первые ракетки мира, но будут теннисисты, теннисистки, которые будут защищать цвета российского флага. Новая эра в русском теннисе. Развитие спорта в регионах. Безусловно, чемпионы рождаются не только в мегаполисах. Есть таланты и за пределами столицы. Во Владикавказе их немало. Ведь во многих регионах теннис является сезонным видом спорта. В средней полосе России хочешь не хочешь, а полгода приходится играть на закрытых кортах. У спортсменов Северной Осетии в этом плане есть преимущество. В таком регионе, как Осетия, где практически нету сезонных разделений, то есть нету такой холодной зимы, я так понимаю. Инфраструктура должна позволять, чтобы дети занимались постоянно 12 месяцев в году. Если там после 12-13 лет нету площадок и летних, и закрытых, то воспитать спортсмена уровня вот этого нашего турнира, очень сложно, очень, почти невозможно. Посередине держи 3-4 мяча от кота и потом уже думай, поднимать мяч, убирать или прибавлять, или укорачивать. Ладно? Попробуешь? Только далеко не отходи, поближе. Не отскакивай каждый раз. Все, поехали. Немного нашим профессионалам, детям, которые уже подросли, старше 13 лет, кому уже стало душно, то есть не было места, где тренироваться. Стало намного лучше, здесь можно проводить крупные турниры, здесь очень, в принципе, хорошие условия для этого. И у нас не было особо покрытия хард, нам намного удобнее готовиться к соревнованиям. Корты сделаны в соответствии с Международной федерацией тенниса. И трибуны у нас, получаются, они не такие, как на всех обычно спортивных площадках теннисных кортов, так как они вмещают в себя около 1000 человек, это включая VIP-места. Приблизительно от нашего объекта до границы Грузии 25 минут. Ежегодно у спортсменов до 13, до 15, до 17 лет начинается серия турниров по Закавказью. И начинается она из Грузии. На нашей площадке я бы хотела сделать так, чтобы первые соревнования для них были во Владикавказе. Уникальность нашей теннисной площадки заключается в том, что она еще включает в себя более 100 световых панелей, что позволяет вести телевизионные трансляции, что позволяет играть на теннисных кортах круглосуточно. Соответственно, Матч ТВ, Гашнам Соут.
Толик для плаката, на тебя похож. Новая теннисная академия имени Аслана Хадарцева позволяет спортсменам уделять время не только спорту, но и отдыху тоже. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу комнату. Хочу показать, в каких прекрасных условиях мы живем. Это моя кровать, тут сплю я, это мой динозаврик. Со мной путешествует по турнирам. Тут стоит сушилка. Она служит как перегородка между нашими кроватями, чтобы слишком много времени друг с другом не проводить и отдыхать друг от друга. Очень много любим пить. У нас тут целый склад воды. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 бутылок. Выпита не вся, но в процессе турнира, я думаю, все утилизирую. Знакомы мы уже почти 10 лет. Первые года проходили не очень. Не могли сдружиться нормально, были соперниками по корту, все время была конкуренция. Но сейчас мы участвуем в парном разряде. Создается ощущение, что сюда не проникают суета внешнего мира. Слышны только удары ракеток по мячу. Идеальное место, чтобы сконцентрироваться только на теннисе. Но с утра проснешься, посмотришь, становится спокойнее на душе. Многие считают, что если заниматься этим видом спорта, то только в городах-миллионниках или за границей. А решаются на переезд ради успешной карьеры ребенка единицы. Однако с появлением многочисленных теннисных центров и академий вопрос переезда становится все менее актуальным. Тренировался в Иваново до 12 лет. Переехал уже 2 года назад в Москву, тренируюсь в Москве и на выходные приезжаю обратно домой. В России я 5-я стою до 17. Взрослый рейтинг у меня открылся недавно, 1289. В Сочи было мало кортов, где тренироваться, а в Грузии было достаточно. Из-за этого мы решили переехать. Года в 2 она уже на стенке играла самостоятельно. А все играют. У нас 4 детей, и все играют в теннис. Потому что все вот такие у нас знаменитые, выдающиеся детишки. Были вопросы по переезду. Я сначала думала переехать в Москву, но вот мы думали, там потом еще опять в Тольятти вернулись, потом еще в Москву думали. И в итоге выбор пал на Казань. Уровень ребенка растет. И ты видишь, что у него получается, и ты просто не можешь ни в себе изменить, ни ей изменить. Меня приглашали в хоккейную команду в Питерска. Увидели там на областных соревнованиях, не пригласили. Родители меня как бы сделали так, что как будто билетов нет. В общем, я, так скажем, не полетел, не захотели меня отпускать. Хотел стать тоже, возможно, в душе где-то там профессиональным спортсменом. Смотрел теннис запоем, влюбился в этот вид спорта. И когда Лера вот уже была даже в мыслях, если у меня родится дочка, обязательно отдам в теннис. Как бы вот так и получилось. Можно сказать, это была его мечта, и она сбылась. Мы начали потихоньку тренироваться. Вот в 3 года я пошла на свою первую тренировку. Нередко родители пытаются воплотить в жизнь свои неосуществленные мечты с помощью дочерей и сыновей. В детях они видят продолжение себя, своей спортивной карьеры. Ребенок не хочет разочаровывать близких, чувствует вину после проигранных матчей, а в ответ слышит одно: «Мы хотели для тебя как лучше». Однако есть иные примеры. Игорь Швецов для своей дочки и тренер, и наставник, а также преданный фанат и проводник в мир профессионального спорта. Мне нравится звук мяча, звук вообще от кроссовок, нравятся наряды. Вообще, я очень люблю теннис. Мы вместе все это решали, как переехать. У меня вот папа в основном в теннисе, прям он занимается, меня ведет, всегда за мной. Он всегда здесь, он со мной здесь на турнире, он часто со мной ездит, поддерживает на каждом матче. Проигрываешь какой-то обидный матч, думаешь, вот все бросить, они вот поддерживают, помогают, и ты понимаешь, что есть надежда, то, что в тебя верят. Вначале, когда на раннем этапе
9-10 лет, вот очень сложно. И ты волнуешься, ты не знаешь, вплоть до инсульта думаешь, что с тобой происходит. Потом ты адаптируешься со временем. И чувствуешь где-то, когда нужно поддержать, и когда нужно просто посидеть, помолчать. Даже не хлопать. Обязательно чувствовать нужно, когда поругать, когда погладить. В некоторых семьях ребенка видят только отличником, олимпийским чемпионом, и родители не могут смириться с мыслью, что их дети не оправдают ожиданий и станут жить по другому сценарию. Не ругаем, не бьем, как многие мы видели. Девочка проиграла, ее там били скакалкой по лицу. У меня масса огромных примеров, когда в подростковом возрасте, детско-юношеском подавали надежды теннисисты, но потом в связи с тем, что не было человека, который направит в правильное русло, вот эти таланты просто загибались. Видел, как мой папа играет в теннис. Он занимался с 30 лет, был в 30-ке в мире. Каждый день звонит, мотивирует, каждый день там пытается меня как-то настроить на матч. Привет, папа. Слушай, у тебя сегодня сильный соперник, я должен тебе сказать. Играешь, в общем-то, очень злоупотребляешь, мне кажется, у сетки. Стараешься красиво сыграть. Надо пожестче играть у сетки. Вот. У тебя так стараешься, чтобы как-то отвести, там, схитрить. Не надо. Парную игре нужно просто плотно играть. Потом без подачи у тебя не должно быть это 100%. А то бывает у тебя двойные подачи. Вот эти моменты поищешь, у тебя будет все хорошо, все нормально. Ты меня понял? Понял тебя, пап. Спасибо большое. После наставления отца Кузьма Гамзюков стал победителем в парном разряде. Хоть теннис и индивидуальный вид спорта, в одиночку никак не добиться успеха. Шамиль Торпищев уже практически полвека возглавляет теннис в нашей стране. Был очевидцем 18 Олимпийских игр. Бесценный рекордсмен влюбил в этот вид спорта тысячи игроков. И никого не удивит то, что 15-летняя дочь пошла по стопам отца. Однако ее спортивный путь не был предопределен. Она сама решила и сказала папе: «Я тоже хочу играть в теннис». На самом деле тяжело, когда папа тренер, какие-то пререкания все время с моей стороны, которые я не могу никак контролировать, но даже когда я пререкаюсь, я все-таки прислушиваюсь к нему. В этом возрасте еще не обязаловка, что кто выигрывает первые места, будет потом выдающимся спортсменом. Ей 15 лет. Вот перехватила все это хорошо. Это не сторонник требует результата. По практике мировых турниров до 16 лет практически выигрывает тот, кто ранее физически развился. То есть они по-разному все дети растут. Чувство мяча у нее в генах, но сложно представить, какой груз ответственности она несет на своих плечах. Во-первых, на душе гордость за папу. И ответственность. Я же не стараюсь там оправдывать чьи-то ожидания. Я в первую очередь для себя это делаю. Свои как-то цели ставлю, их достигаю. Алина Юнева вместе с Романом Харламовым стали первыми, а Валерия Швецова победила в парном разряде. Можно рассуждать о том, что спортсмены одаренные, но не каждый талант становится выдающимся чемпионом. Талант сам по себе не заиграет, должно быть фантастическое трудолюбие. В прошлом году у нас было 580 турнирных побед, а на сегодня, это на начало сентября, будем так говорить, у нас уже 412 побед турниров, то мы идем по лучшему графику, чем за все годы, и можем перекрыть 580 побед, которые были в прошлом году, новыми цифрами. И с открытием новых кортов и теннисных академий у юных спортсменов появляется все больше шансов и возможностей стать той самой олимпийской надеждой России.